Если мы смотрим на примеры разных городов, например, там Гданьска, мэрия Гданьска 2 года назад приняла декларацию о том, что это город, который отказывается от одноразового пластика. Они начали достаточно широкую информационную кампанию среди жителей. В городе можно видеть стенды информационные, посвященные теме альтернатив одноразовым пластиковым товарам. Ведется работа там с кафе, с гостиницами, то есть то, что можно делать в наших условиях точно так же. Если мы говорим про личный наш опыт, про опыт белорусов, то точно так же уже сейчас можно, например, когда вы идете и там хотите выпить кофе или там чай на улице, использовать свою многоразовую кружку. Вот есть такое движение My Cup Please, к которому присоединилось уже тоже очень много кафе в разных городах Беларуси, когда кафе даже предлагает скидки людям, которые приходят со своей кружкой. Есть примеры многих городов, которые ограничивают использование тонких пластиковых пакетов, потому что они, по сути, не поддаются переработке качественной. И вот городские власти издают специальные постановления, работают с поставщиками, с ритейлом для того, чтобы на территории этого города, например, торговля не использовала там тонкий пластик. Либо это могут быть какие-то другие товары, которые город посчитает приоритетным. Не знаю, например, там пластиковые помешиватели для кофе или что-то еще такое, что с одной стороны не несет критической социальной значимости, но что позволит людям почувствовать, что в городе что-то меняется. Поэтому такие меры, мне кажется, в Беларуси можно очень активно внедрять.